Добрый день, дорогие друзья, с вами Александр. Вот меня многие просят, сними кухню, она нам очень нравится. Вот я вот, как вам и обещал, я купил в субботу карасей. Вчера я их не стал жарить, а вот сегодня я хочу приготовить ужин опять для домашних. Они меня любят, карасей в моем обжаривании. Так что я сейчас приготовлю вам карасики. Вот такие вот я купил. А что из этого будет, вы увидите. Смотрим, не переключаемся. Поехали. Рыбалка и жизнь Санька. Дорогие друзья, вот такие вот карасики у меня. Я их разморозил. Сейчас мы их будем чистить. Как это нужно. Вот. Напишите вы в комментариях, как вы готовите карасей, с потрохами или без. И если вы готовите с потрохами, то дайте, пожалуйста, мне рецептик, что я еще ни разу так не готовил, а хочу приготовить с потрошками, потому что у меня брат сам любит потрохами кушать, а я вот как бы еще не пробовал, но хочу, кажется, пробовать все. Вот. Ну, скажу сразу, у меня как бы домочадцы любят карасей, тем более жена очень любит карасей. Ну и, конечно, хочу сказать всем спасибо, кто меня смотрит. Хочу большой привет передать Иркутску. Спасибо, что меня смотрим. Пишем мне комментарии. Мне очень приятно. Ну и всем остальным, кто меня смотрит, тоже большое спасибо, что вы цените мой труд, который сейчас в наше время быть блогером. Ну как бы хорошо, но YouTube сейчас не платит россиянам, и приходится все как бы покупать всю аппаратуру на свой счет. Ну вот как я и делаю. Вот я хочу себе на Новый год купить видеокамеру. Вот, уже нашел все, где еще можно купить. Так что, друзья, если вы думаете, то, что взял телефон и снял там что-то другое, ну это да, это можно для себя. А чтобы вот так вот снимать контенты для людей, для канала, там нужно очень много, как говорится, оборудования, микрофоны, свет, как бы саму аппаратуру для съемок. Но я сейчас снимаю на экшн-камеру. Ну, кажется, в дальнейшем планирую снимать на видеокамеру, друзья. Вот. А так мы сейчас все разделаю, помоем карасиков и будем их приготавливать. Еще хочу сказать большое спасибо нашим линчанам, что меня смотрят. Ну, конечно же, бывают и хейтеры, которые всем что-то не нравится. Но, друзья, я скажу так, если что-то не нравится, то попробуйте сами снять
так, как вы считаете нужным. А я как бы снимаю то, что, ну, как бы мне по душе. Рассказываю вам всю информацию, которая происходит в городе Ленске. Ну, может быть, не всю, но на что, кажется, у меня время хватает, и я нахожу, как туда попасть, эти все вот съемки, и на те же самые приезды глав Якутии. Вот. Ну еще раз спасибо, говорится, знакомым, кто меня, говорится, информирует в этом плане. Даже я сам бываю, им звоню и все, узнаю, что и как, когда все будет. Вот. Так что, друзья, говорится, у меня еще есть основная работа. Я блогерством занимаюсь как бы в свободное от работы время. Вот. Да, говорится, жалко то, что у меня мало рыбалок. Потому что в этом году я только выехал на рыбалку 3 раза за все лето. Потому что работа, то, говорится, свадьбы, то выпускные, то, говорится, отпуска. И вот, говорится, я всего лишь выехал 3 раза. Это, конечно, для меня, ну, как бы, очень плохо. Я, говорится, люблю рыбалки, говорится, отдыхать на природе, у костра, сидеть, подумать о жизни, о планах дальнейшие. Но думаю, следующий год будет, ну, как бы, тоже нормальный. Может, и на следующий год у меня просто есть одни планы, о которых я пока не хочу говорить, потому что боюсь сглазить. Но планы, я думаю, очень хорошие и грандиозные. Потому что я уже связался с теми людьми, с кем это может все осуществить. И думаю, все получится у меня. Главное, чтобы ничему это не помешало. И работа, там, не все другое. Вот. Ну что, дорогие друзья, вот я почистил и карасей. Сейчас начну их потрошить. Ну, я как бы потрошки я говорю, просто еще не пробовал их готовить. Кто знает самый хороший и вкусный рецепт, пишите мне, пожалуйста, в комментарии. Я по нему приготовлю, попробую, что и как, и скажу вам, вкусно или нет. А мы сейчас будем их разделывать. Да, тут есть, говорится, маленькая икры, друзья. Но я просто ее не умею готовить как нужно.
Ну, уже карасей я как бы купил, спросил, говорится, кобяйский, мне продавец, ну, такой, сказал, ну, как бы, да, я и купил, а мне тут, говорится, мой брат написал, что кобяйские, у них, говорится, маленько обрюшки красные есть. Ну, кто, друзья, знает, как правильно выглядят кобяйские караси, пишите мне, либо скиньте там картинки. Ну, я сам смотрел там в интернете, там как бы, да, ну, там есть маленько с красным брюшком. Вот. Ну, так, как бы заметку тем, кто берет все время кобяйские, их любят, ну, они должны быть, вот тут у них будет должно красное такое, ну, типа, как кажется, сегодня у нас на улице минус 50. Я, говорится, никуда не пошел. Я хотел сегодня снять, говорится, новую заправку, которая открылась у нас. АЗС 48. Кто помнит, когда ехать на даче. Там такая, вот ее открыли. Что я так сегодня вышел, машину прогрел, думаю, не стоит ее мучить, потому что минус 50, кстати, еще тем более машина европейская, она таких не любит. Вот. Дорогие друзья, еще хочу сказать, ну, если у кого есть там какие-нибудь интересные рыбалки, приглашайте меня, поснимаем, ну, как сказать, это все оповестим. Я как бы за любой кипиш, главное, чтобы приглашали меня на рыбалки. Там уже, ну, решим, что и как. Вот. Еще, говорится, друзья, хочу попробовать приготовить фаршированные караси. Это там гречка, что-то еще туда нужно. Но что-то все никак не могу найти хороший рецепт. Тоже, друзья, кто умеет готовить фаршированные караси, то напишите мне, как все нужно там сделать, какие ингредиенты нужны.
И мы с вами приготовим. Ну вот, друзья, я почистил, и сейчас я все помою и будем приступать к обжарке. Так что смотрим, не переключаемся и подписываемся на канал. Ну вот, дорогие друзья, я приготовил муку с солью, помыл карасей. Сейчас будем разогревать масло в новой сковороде, которую я хочу попробовать, как она жарит. Вот. Ну а что сейчас будет, вы все увидите. Так что смотрим, не переключаемся. С вами Александр. Ну что, друзья, первая партия вложена. Начинаем ее обжаривать. Друзья, напишите мне в комментариях, с чем вы готовите рыбу. Там с каким гарниром, гречка, рис, картошка. Может, что-нибудь там добавлять потом туда овощей. Ну просто как бы хочу посмотреть, кто с чем готовит. Ну я, конечно, хотел приготовить с гречкой рыбку. Ну что-то мои как бы гречку малой едят. Ну что-нибудь придумаю и приготовлю какой-нибудь гарнирчик. Может быть даже ту и картошку сварю, и будет еще вкуснее. Ну я где-то читал и смотрел, то, что как бы нужно там минут 10-15 что ли на одной стороне и потом еще на другой. Ну это я как бы считаю, кто как жарит, друзья. Вот. Тут уже, друзья, бегает кот, нюхает, учуял карасиков. Ну, братан, извини, тебе сегодня только твой корм. Ты как бы не попадаешь на этот пир рыбы. Ну, кажется, друзья, еще хотел налима приготовить, но что-то нигде пока у него не привозят. Спросил, кто привозил карасей про налимов, они говорят, мы такого не возим. Ну, может, другие привезут. Но у меня как бы такое желание, ну вот я хочу просто приготовить налима. Это прям все его хвалят. Такой прям вкусно-вкусный. Ну, я в Краснодаре, говорится, пробовал сома. Тоже говорил, он там что-то пахнет и травой. Ну пахнет, ну он так, немножко. Уже кто знает, сом живет на дне. Он где-то донная рыба. И она если питается там в озерах, в речках, где много травы. Вот. Ну, конечно, на газу было бы лучше, вы быстрее прогрелось бы. Ну, друзья, газ у нас в Ленске не проводят в дома. Ну, то есть, в квартиры, в частные дома. Пожалуйста, хочешь проводить, хочешь не проводи.
Но уже такой прям запах идет прям вкусненький. Просто рыба свеженькая, как бы такой прям, ну как сказать, ну просто где-то вкуса не передать. Друзья. Ну вот, дорогие друзья, первая партия готова. Ну что, друзья, начинаем жарить вторую партию карасей. Так что, я думаю, в конце будет очень все вкусно, очень красивый вид. Ну вот, друзья, готовим еще одну партию заключительную и будем пробовать. Ну что, дорогие друзья, вот такие карасики вышли у меня. Думаю, они будут аппетитные и семье моей понравится. Всем приятного аппетита к вечеру. А с вами был Александр. До новых встреч и подписывайтесь на канал.